Евгений, расскажите с самого начала, как вы попали на войну, где вас взяли? 12 декабря дома на Украине у себя в Ровенской области помог своему товарищу занести в магазин, у него есть магазин, холодильник для напитков. И по дороге домой зашли в магазин, купил сигарет, купил водички попить. И не доходя до дома метров 150-200, меня поймали ТЦКшники. Отвезли меня в свой пункт, там я неделю пробыл на охране, и 19 декабря привезли в Ровенскую область на Тучинский полигон для прохождения и обучения военной подготовки. А у вас лично было желание воевать? Какая ваша реакция была? Нет, желания у меня не было, поверьте, ребят. Желаний у нас ни у кого нету, всех тупо ловят. Больных, стариков, неважно. Бывает такое, что привезут такого уже, который даже как бы ходить еле ходит. Его привезут на полигон, отправят назад. Вот так его раза 3 возят туда-сюда. Они ловят то, что просто галочку им поставить, что есть. Ну как, у них приказ вроде бы доставить людей на войну. А люди не хотят воевать, убегают. Вот они и ловят любыми способами. На рыбалке. Не хочешь добровольно, затолкают так в машину. А у вас какая реакция была? Вы говорили, что вы не хотите? Ну конечно, я говорю, я не хочу, не пойду. У меня есть документы, пускай еще я тут жду судимости, решения суда. Пускай они решат, что со мной делать, а потом вы будете разбираться. Ну, а они мне вот это. Ничего, у тебя, если все будет как бы отклонение, тебя отпустят. Ну, как я посмотрел, как они берут других. Они за 5 минут делают документы. Если у них спросить, приходишь паспорт делать, так ждешь сутками, 2-3. А они за 5 минут все документы сделали и отправляют. А до этого чем вы занимались в жизни? Стройка, ездил в Россию, постоянно работал. Как вы в этот населенный пункт попали? Был какой-то прострел, как бы штурм с российской стороны. Мы тоже как бы простреляли, как бы стихла стрельба. Мы опять посидели еще 5 суток, доставки еды не было. Мы уже, там так командир, он говорит, я не могу, не получается, глушат рэбы, не могу долететь, сделать эту доставку. Начался штурм, мы начали откатывать. Убили, дроном у Андрея убили сразу где-то на день 4-й, наверное. На день 5-й или 6-й убили еще одного, и мы начали откатываться уже на день 10-й где-то с моим командиром взвода. Я получил ранение от дрона в ногу, перевязал себя, начал отходить назад. Там осколок попал в ногу, да? Да, он прошел на вылет, там, ну, наверное, кость задел, потому что нога не очень, как бы, опираться на пальцы могу. Ну, тут и по пятке прошел еще осколок. Начал отходить, откатывать назад, и автоматная пуля пролетела во вторую левую ногу. Так я начал спасаться и уходить. Там еще остался товарищ позывной Кузя, Руслан зовут. Я позвал, он откликнулся. Мы с ним просидели там 2 суток, он мне перебинтовал ногу. И, как говорит, я не могу сидеть, нужно идти за помощью. И он ушел за помощью. Но так как по рассказам ваших командиров, он попал тоже к ахматовцам к вам. Ребята его взяли в плен, он рассказал обо мне. И я ждал на помощь от Кузи. Но Кузя не являлся. Пришли ваши ребята, ахматовцы, дай им Бог здоровья. Сказали, не волнуйся, принесем попить, потому что я умирал, воды не было уже. Но спасибо, ребята принесли попить, покушать. Сказали, еще подожди, у нас тут затруднения, быстро не получится, но мы придем, все равно поможем. Да, они помогли, вытащили меня, спасибо им очень большое. Тащили меня километров 6-7 где-то на руках, тяжело ребятам было, все там летает, бомбят. Спасибо им, хорошие ребята. В трудные минуты помогают, вот даже врагу, как говорят, если взять общий силочек, помогли. Да, эвакуировали меня, вот в медицинском центре сейчас сижу. Спасибо врачам, хорошие люди, обращаются со мной вообще как по-человечески. Еду дают, никаких злых слов не слышу. В первую очередь спрашивают, как ты, как дела, как самочувствие. Вообще хорошие люди. Вы ожидали такое отношение в плену? И вообще нет. Я думал, мне тут будут бить, пытать и тому подобное. Я даже очень удивлен, что есть действительно на свете люди, реально люди. Часто к нам поступают такие пленные, военнопленные, и какое к ним в целом отношение было? Отношение медицины ко всем одинаковое. И к нашим военнослужащим, и местному населению, и иной категории граждан. Оказываем помощь всем. Вот состояние Евгения сейчас до выздоровления далека? Жизнеугрожающего состояния нет. Через 2 недели мы планируем провести пластическую операцию, аутодерматопластику, после чего он будет ходить на своих ногах.